Прум-пум-пум, прум-пум-пум, прум-пум-пум. О, привет, Иа. Здравствуй, Пух. Как твое самочувствие? А как твое? Не очень как, или даже совсем никак. Мне кажется, я уже давно не чувствовал себя как. Ай-яй-яй-яй-яй, очень грустно. Дай-ка я на тебя посмотрю. Ой, а что случилось с твоим хвостом? А что с ним случилось? Его нет. Ты не ошибся? Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться. А твоего хвоста нет. А что же тогда там есть? Ничего. Ничего? Кажется, ты прав. Конечно, я прав. Это вполне естественно. Теперь все понятно. Удивляться не приходится. Ты, наверное, его где-нибудь позабыл. Наверное, его кто-нибудь утащил. Чего от них ждать? Я Винни-Пух, обещаю тебе найти твой хвост. Спасибо, Пух, ты настоящий друг, не то что некоторые. Никуда не уходи, я скоро вернусь. О-хо-хо-хо-хо. Ох, 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 ох. А спрошу-ка я у совы. Сова умная, она все знает. О, ага. Сова! Открывай! Пришел медведь. Сова! Выхожу. Вот выходи. Так. Здравствуй, Пух. Ну, какие новости? Грустные и ужасные, потому что мой старый друг, потерял свой хвост. И он очень убивается о нем. Будь так добра, скажи мне, пожалуйста, как мне его найти? Ну, это обычная процедура. В таких случаях ниже следующая. Что значит бычья цедура? Ты не забывай, сова, что у меня в голове опилки, и длинные слова меня только огорчают. Ну, это означает то, что надо сделать. А сделать нужно следующее. Во-первых, сообщи в прессу. Потом, будь здорова, сова. Так что мы должны сделать с этой, как ты сказала? Ну, ты чихнула, когда собиралась сказать. Я не чихала. Нет, сова, ты чихнула. Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала. Нельзя же чихнуть и не знать, что ты чихнул. Ну и нельзя знать, что кто-то чихнул, когда никто не чихнул. Я начала говорить, сперва сообщи. Ну вот, ты опять чихнула. Будь здорова, сова. Сообщи в печать, дай в газету объявление и пообещай награду. Надо написать, что мы
Дадим что-нибудь хорошенькое тому, кто найдет. Хвост и А. Ну, понятно, понятно. Кстати, насчет чего-нибудь хорошенького. Я обычно как раз в это время не прочь бы чем-нибудь хорошенько подкрепиться. Ну так вот, мы, значит, напишем наше объявление и его расклеить по всему лесу. Подкрепиться ложечкой сгущенного молока или одним глоточком меду. Или на худой конец. Красивый шнугок, правда? Угу. Он мне что-то напоминает. Но я не могу вспомнить, что. Сова, где ты его взяла? Я как-то шла по лесу, и он висел на кустике. И я сперва подумала, что там кто-нибудь живет. И я позвонила, и ничего не случилось. А потом я позвонила очень громко, и он оторвался. И так как он, по-моему, был никому не нужен, и я взяла его домой. И мне... Сова, он кому-то очень нужен. Кому? Я. Моему дорогому другу я. Он его очень любил. Любил? Его? Ну да. Он был привязан к нему. Ну, я не знаю, Сова. Ну, ладно. Раз ты так считаешь, я не против. Ну, спасибо, Сова. Как тебе идет твой хвост? Благодарю тебя, Пух. Ты настоящий друг. Я того же мнения. Я того же мнения. Я того же мнения.